В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Каждую минуту в мире 6 человек заражаются ВИЧ. Как дела с инфекцией обстоят в Якутии, расскажем в сюжете. Торжество разнообразия стилей, техник и жанров. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают художники двухмерной графики. Там, где творчество берет свое начало, детская школа искусств отмечает полувековой юбилей. Плотную связь национальной культуры ощутили в Мирлинском районе. В минувшие выходные там состоялся этнический фестиваль. Расскажем подробнее. Суровый бой ведет ледовая дружина. В Алдане прошло открытое первенство по хоккею с шайбой среди детей. Якутия продолжит восстановление Докучаевска в будущем году. В этом уже отремонтировано 45 из 65 объектов, включая дороги, жилые дома и административные здания. В следующем году планируется восстановить еще более 10 объектов, включая Дом детского и юношеского творчества, инженерные сети, автодороги, памятники и городской парк. Также в планах создания молодежного и IT-центров. Ранее республика уже восстановила более 50 объектов в подшефном Кировском. Очередная акция профилактики СПИДа прошла в Якутске. На этот раз возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ появилась у студентов и сотрудников Северо-Восточного федерального университета. С какими итогами в этом году якутские медики отметили Всемирный день борьбы против инфекции, в материале Саргланы Неустроевой. Расхожее выражение «ВИЧ не приговор» справедливо по отношению к тем, кто вовремя задумался о своем здоровье. Экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека покажет результат всего за 15 минут. Вдумайтесь, 15 минут за возможность вести полноценную и здоровую жизнь, даже с положительным результатом анализа. Как отмечают в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, интерес к проводимым медиками акциям проявляют все больше якутян. Только за 3 дня участие в экспресс-тестировании на ВИЧ в торговых центрах столицы республики приняли порядка 1000 граждан. У нас были пары по физике, и мы проходили мимо и увидели акцию «Сдать кровь на анализ ВИЧ». И подумали, почему бы нет. Это важно. Никуда далеко идти не надо. Сразу все здесь. Напомним, 1 декабря Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости вирусом иммунодефицита человека на 27,1% в России. Снижение за последние 3 года отмечают и в Якутии. А самый большой пик заболеваемости у нас в республике зарегистрировался в 2000-х годах. Как мы знаем, это время, когда у нас в республике появились внутривенные наркотики. Да? Сейчас у нас в целом за последние 3 года снижение идет ВИЧ-инфекция. И в целом у нас на сегодняшнее число на диспансерном учете состоит около 1000 человек. И все они имеют возможность вести жизнь, ничем не отличающуюся от жизни здоровых людей. Здесь, конечно, не обошлось без помощи государства. Сегодня необходимую антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции граждане могут получить бесплатно, встав на диспансерный учет. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В администрации Ленского района состоялось расширенное заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики. В ходе заседания обсудили важные вопросы поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели были очень активны, каждый старался поделиться своими проблемами, переживаниями, многие просили совета. Мероприятие проходило в форме диалога. Обсудили в процессе заседания и вопрос об отмене регулирования социально значимых продовольственных товаров в крупных городах Якутии. И, конечно, позиция предпринимателей отменить регулирование социально значимых продовольственных товаров там, где есть конкуренция и где действительно рынок сам себя может регулировать. В 2018 году на 2 года были отменены такие торговые надбавки в городе Якутске, в центральных городах. И, в принципе, действительно ничего ужасного не произошло. Цены тогда не повысились. Опыт у республики есть. И мы считаем, что ничего не произойдет. Единственный большой плюс, который мы сумеем, скорее всего, увидеть, это расширение ассортимента.
Ну а далее смотрите дайджест самых заметных событий от наших коллег из Нерюнгринского района. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Нерюнгринском районе, как и по всей республике, проходит второй этап профилактической операции «Жилище». Личным составом Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона в постоянном режиме ежесуточно проводится профилактическая работа в жилом секторе с населением. Цель операции – информирование граждан о правилах и требованиях пожарной безопасности, повышение уровня сознательности населения в данном направлении. Такие превентивные меры непременно дают свои положительные результаты. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе зарегистрировано 157 пожаров, что на 7 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году не произошло пожаров с гибелью людей. В прошлом году за аналогичное время погибло 4 человека. К другим новостям. На базе Нерюнгринского технопарка прошел отборочный этап всероссийского конкурса «Моя профессия IT». 2 дня школьники и студенты работали над своими проектами, разрабатывали бизнес-модели и проектировали конечный продукт. Всего конкурировали между собой 13 команд. Из них 4 студенческие были представлены Южно-Якутским технологическим колледжем и техническим институтом СВФУ и 9 школьных. Классно, что здесь ребята только защищают проекты, но еще и здорово, что их идеи можно направить дальше для доработки, для реализации дальнейшей и подать их на грантовые конкурсы, в которых они смогут принять участие для того, чтобы получить поддержку и действительно их идея была реализована и претворена в жизнь. Несмотря на то, что в категории «Б» было всего 4 студенческих команды, борьба за первое место была нешуточной, и с минимальным перевесом победу одержал проект приложения для смартфона, призванный помогать людям бороться с вредными привычками. Мы очень круто провели время и очень рады, что наша работа заняла первое место. Дальше хотим поехать в Якутск и постараться выиграть там тоже. Ребята из школьных команд в категории А не уступали более старшим участникам конкурса и при поддержке экспертов в свет увидели очень интересные и социально значимые работы. Уверенную победу одержал проект интернет-ресурса по оказанию психологической помощи населению. Это в первую очередь опыт для нас, для будущего, чтобы в будущем проекты какие-либо делать. Также есть мотивация расти, еще больше становиться. Мероприятия, посвященные Дню Хомуса, прошли в Южной Якутии. Общественная организация «Саха-Аймах» провела 4-й районный фестиваль-конкурс «Звенящие мелодии Южной Якутии», посвященный игре на национальных народных инструментах. Мероприятие собрало полный зал участников и зрителей, создав уникальную атмосферу погружения в мир традиционной музыки. Наряду с хомусом зрители услышали игру на аккордеоне, на бурятском маринхуре и северных народных инструментах. В нашем конкурсе участвуют как дети, так и взрослые, так и творческие коллективы. Самым маленьким участникам 8 лет, 10 сольных номеров, 5 творческих коллективов. В Нерюнгринском районе стартовала традиционная декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалидов в России и проводится с целью социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. «Смотри на меня как на равного». Фестиваль с говорящим названием по традиции прошел в Нерюнгри в первый день зимы. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и Году семьи в Российской Федерации. Фестиваль начался с проведения мастер-классов по рукоделию, рисованию и другим прикладным видам творчества для детей, которые провели признанные городские мастера. Для участников это большая возможность раскрыть и проявить творческое начало, а также расширить круг знакомств. Большой концерт творческих коллективов в Нерюнгри с участием детей с ограниченными физическими возможностями, как всегда, стал ярким праздником для всех нерюнгринцев. В этом году выступало более 360 человек только на сцене. Естественно, мы очередной раз организовали огромное количество мастер-классов для наших ребят, для наших участников. Все собранные деньги обязательно пойдут на благотворительность. Добро способно чудеса творить. Помните об этом, дорогие друзья. Фестиваль «Смотри на меня как на равного» имеет большую ценность, открывая возможность людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать творческий потенциал и внести свой вклад в социально-культурную жизнь города. В рамках декады для граждан с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе запланировано много различных культурно-массовых, образовательных и просветительских мероприятий, о которых мы вам обязательно расскажем. Оставайтесь с нами.
125-летие выдающегося политического и государственного деятеля республики Александра Габушева отметили в Якутске. Его память почтили возложением цветов к мемориальной доске, установленной на здании Академии наук республики. Наряду с Платоном Аюнским, Максимом Амосовым и другими видными деятелями прошлого столетия Александр Габушев стоял у истоков советской власти в республике. Но так же, как и его земляков, в 1939 году Габушева репрессировали, и лишь в 1956 году светлое имя деятеля реабилитировали. Было сложное время. На стыке двух веков родившийся молодой парень, который, конечно же, попал в революционное движение, он в очень молодом возрасте взял на себя большую ответственность за свою республику. И до конца жизни он прожил, конечно, не долгую, но яркую жизнь. Открывая новые возможности, сегодня свой профессиональный праздник отмечают графические дизайнеры. Центр цифрового образования детей IT-Куб гордится своими воспитанниками, которые активно создают запоминающиеся образы для видеоигр, мультфильмов и других проектов. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. Центр цифрового образования детей IT-Куб в Якутии продолжает динамично развиваться, становясь настоящей кузницей кадров для IT-сферы республики. Более 2000 школьников в возрасте от 7 до 18 лет ежегодно получают здесь высококачественное дополнительное образование, осваивая передовые цифровые технологии, в том числе и графический дизайн, который требует немало навыков. Действительно, чтобы заниматься графическим дизайном, необходимо иметь несколько навыков. Чтобы это сделать, нужно знать несколько инструментов. Ручка, ластик и заливка. Взять вот такую вот ручку, называется он стилус, и начать рисовать фигурки на планшете. На твой взгляд, чем вот должен обладать настоящий дизайнер? Ну, умением работать в фотошопе. Я сейчас рисую себя и мою семью. И это в фотошопе самое главное учиться рисовать, передвигать объекты. Обучающие центры не только осваивают современные программы и техники, но и разрабатывают собственные проекты в сфере дизайна. Я 2 года занимаюсь, и я делаю иллюстрации к сказке «Старушка Берберикен с 5 коровами». У меня сейчас на стадии, когда делаешь эскизы и потом переносишь их на компьютер. Я делаю эскизы, а самое сложное дается – это перенести на компьютер и нарисовать там. В центре работает около 20 педагогов, которые не только проводят уроки, но и активно участвуют в профориентационной работе, повышая цифровую грамотность детей и взрослых. Помогаем именно найти, например, у ребенка есть настольная карточка на тему космоса на 3 языках. То есть мы находим именно переводы языков, например, да, на якутском, английском. Они сами находят вот свои темы, чем они интересуются. Исходя из этого уже вот происходит процесс проектной деятельности. Исходя из, например, 3-модельной модельки, он уже делает все это, например, на программе Corel Draw, уже в графическом редакторе 2D. И уже потом распечатывает и сдает, да. В настоящее время более 80 школьников обучаются графическому дизайну, осваивая современные инструменты и техники создания цифровых изображений. Выпускники IT-Куба по окончании обучения получают свидетельство о завершении курса, а также ценный опыт, который позволит им успешно конкурировать на рынке труда и внести свой вклад в развитие цифровой экономики Якутии. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. В честь 70-летия звезды якутской оперы, народной артистки России и Якутии Нины Николаевны Чигиревой был назван добытый Алроса алмаз весом более 62 карат. Его копия украшает фойе родного для певицы Государственного театра оперы и балета республики, где также открылась выставка о ее творчестве. Подробнее об этом в следующем сюжете. Чигирева Нина Николаевна свою карьеру начала в далеком 1987 году. За время работы она выступила на лучших сценических площадках мира. Но больше всего ее талант был проявлен в стенах Государственного театра оперы и балета республики, где она стала ведущей солисткой. В творческом опыте Нины Николаевны участие в таких известных театральных работах, как «Пиковая дама», «Риголетто» и «Евгений Онегин». И в честь 70-летия со дня рождения артистки ее родной театр решил представить зрителям спектакль «Нюргун Батур» в постановке Андрея Борисова.
Наш спектакль «Нёгун Ботур» показывается уже 25-й раз. И каждый раз наш спектакль проходит с большим успехом при полных залах. И надо отметить, что именно в этом спектакле Нина Николаевна в последний раз вышла на сцену в феврале 2023 года. Она очень помогла своему родному коллективу, и, конечно, в этом она была вся, несмотря на тяжелую болезнь, которую она переносила в тот момент. По инициативе Министерства культуры и духовного развития республики по увековечению светлой памяти выдающейся оперной певицы «Алроса» присвоила имя Нины Чигиревой крупному алмазу массой 62,80 карата, добытого в мае этого года на месторождении трубки «Удачная». Имя Нины Николаевны Чигиревой, оно признано, ее талант, голос радовал и восхищал не только жителей нашей республики, но и мировые сцены. Инициатива была от Министерства культуры и духовного развития, и основная их просьба была передать именной алмаз Нины Николаевны Чигиревой ее родственникам. На торжественную церемонию вручения именного алмаза прибыли сотни почитателей таланта Нины Чигиревой. Приехали также представители и ее родного села Эмисы Амгинского улуса, где в будущем планируется назвать улицу в ее честь. На церемонии вручения алмаза присутствовал и супруг Нины Чигиревой, который отметил значимость увековечения памяти народно признанной якутской оперной дивы. На моей памяти такого нет, чтобы артисты театра, оперы и балета получали это. По-моему, впервые в истории театра происходит. Она ездила в составе делегации и сольными концертами по разным странам. И тогда мир узнавал о нашей республике не только через наши бриллианты, не только через наши алмазы, не только через всемирно известную фирму «Алроса», но и благодаря таким замечательным, выдающимся артистам, певцам, которому принадлежит Нина Николаевна. Спасибо «Алросе», спасибо огромное за такой подарок и для нашей семьи, и для нашего театра, я думаю, и для всей культуры нашей республики. Еще одну реплику алмаза имени Нины Чигиревой передали Государственному театру оперы и балета. Теперь каждый желающий сможет не только увидеть его, но также ознакомиться с историей и деятельностью выдающейся оперной артистки в рамках посвященной ей выставки. Юрий Осипов, Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии стартовал первый республиканский фестиваль искусств «Белый олененок». Муниципальный этап охватил более 4000 учеников школ республики, которые вовлечены в творческую деятельность. Из них в финал вышли чуть более 1000 детей по 3 основным возрастным группам. От начальных классов до студенческих групп. По обширной программе фестиваля пройдут творческие состязания по 5 направлениям. Музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное искусство, а также кино. Сам фестиваль продлится до 6 декабря включительно, в рамках которого также пройдут мастер-классы по указанным направлениям. Министерство культуры Республики Саха-Якутия, объявляя год театрального искусства, именно поддержал ту политику, которая проводится и в стране, и в нашей республике по поддержке именно детства. И надо сказать, что мы продолжаем те традиции, которые заложены первым президентом Михаилом Николаевым. Музыка для всех, рисуем все. И вот фестиваль «Белый олененок» – это фестиваль, который мы посвятили и нацелили для одаренных, творческих, талантливых детей в области искусства. Там, где творчество берет свое начало, так звучит девиз юбилейного концерта детской школы искусств номер 1. Учебное заведение отмечает полувековой юбилей. За этот срок из его стен выпустилось немалое число талантливых и творческих ребят. За концертом отправился наблюдать и мой коллега Петр Васильев. Свой творческий путь вместе с солисткой хора начинают еще 800 юных талантливых учащихся детской школы искусств. Сегодня здесь обучаются будущие пианисты, хореографы, вокалисты и многие другие представители индустрии. За полвека школа выпустила целую плеяду творческих единиц. Выросли коллективы, стали огромные большие коллективы, оркестры народных инструментов. При мне раскрыл себя оркестр, духовых инструментов. В первую очередь, вот сейчас все слышат, как он играет. Ансамбль виолончелистов, ансамбль флейтистов,
хоровые коллективы все раскрылись, очень много появилось новых коллективов. 50 лет назад школа включала всего лишь 4 отделения, а в распоряжении учеников было всего лишь пара музыкальных инструментов. Сегодня ее оснащение значительно улучшилось, что и позволяет раскрывать таланты все большего числа детей. Я благодарна этой школе за все, что я имею как профессионал в этой жизни. Потому что началось все с 6 лет, и первым моим преподавателем была Альбина Аполлоновна Васильева. Большой ей поклон. Наши концерты тогда, конечно, они были маленькие, потому что школа тогда состояла всего лишь из 60 человек, а сейчас их 787. Вы представляете, во сколько раз увеличилось количество? Любой юбилей – это еще и время строить план на будущее. Среди них открытие нового направления в школе. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашей школе искусств открылось еще одно отделение, а открылось отделение, художественное отделение, да? Потому что изобразительное искусство, дети очень, им это нравится заниматься, но, к сожалению, у нас профессиональная, то есть по предпрофессиональной подготовке у нас только одна школа КИМ, имени КИМ художественная. Но хотелось бы, чтобы у нас в нашей школе было еще одно отделение, чтобы у нас тогда было полноценное уже обучение всему искусству. Сегодня ДШИ номер 1 – это не просто музыкальная школа, это кузница талантов и настоящих профессионалов. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Флешмоб по игре на хомусе, выставка народного промысла, отрывки из эпоса Аланхо. В минувшие выходные жители Мирнинского района прикоснулись к якутской национальной культуре. Более подробно смотрите в следующем сюжете. Якутская национальная культура красива и многогранна. Подтверждением тому стал фестиваль «Живая нить традиций древних», который прошел в День хомуса в Центральной библиотеке города Мирного. Отрадно, что на фестивале очень много людей, и мы надеемся, что в следующем году еще будет больше. Главная цель фестиваля – это сохранение и развитие древних культурных традиций. Гости фестиваля насладились выступлениями мастеров устного народного творчества, якутской песни и танца и присоединились к мастер-классам по различным видам якутского народного творчества. У нас проходит выставка декоративно-прикладного искусства по традиционному шитью, наряды. Очень много представлены украшений, да, очень много украшений представлены. И мы рады, что, несмотря на многонациональность города Мирного, мы можем поддерживать наше традиционное шитье, нашу культуру, поддерживать и развивать нашу культуру. В Мирнинском районе был утвержден комплексный план по сохранению и популяризации наследия народа Саха. Согласно этому плану, в данном направлении усиленно работают образовательные учреждения района. Так, за последние годы в школах появились якутские классы, а в детских садах сформировались группы с изучением якутского языка и культуры. Анна Васильева, Мирный. На Валдане прошло открытое первенство по хоккею с шайбой среди детей. Хозяева льда пока только начинающая команда, хотя и показала последний результат, зато радушно встретила гостей. Подробнее Руслан Павлов. Алданский хоккей хоть и имеет глубокие корни, но на закрытом льду он еще совсем молод. Это показало открытое первенство среди восьмилеток, на которое к местной команде «Золотые соболя» приехали уверенные в себе «Авангард» из Тынды и две команды «Полярных волков» из Якутска. Вообще не знаю даже, чего ожидать от игры. Соперника не видели ни разу, ни Тынду, ни Алдан. Поэтому вообще не знаю, чего ожидать. Может, выиграем с крупным счетом, может, проиграем с крупным счетом. Ну, игра покажет. Трудно сказать в детском хоккее что-то. Можно на слабую наткнуться и проиграть, можно на сильную наткнуться и проиграть. Ну, и то есть здесь шансов. Ошибка покажет, ошибка тренера покажет, кто сильнее, кто слабее. Детей нет слабых.
Хозяева первенства знали о силе соперников и готовились к борьбе. Спортивный опыт игры на закрытой площадке у алданских ребят небольшой. Ледовый дворец открыли в 22 году, хоккеистов пока не хватает, поэтому иногда на площадке появлялись девчонки. Опыта мало. Буквально мы начали игровую практику вот 1,5 месяца назад, в отличие от тех команд, которые к нам приехали. Поэтому в полном объеме мы еще пока это не изучили, но стараемся. Будем биться. Впрочем, у соперников также есть организационные вопросы. Хоккей с шайбой в республике – игра популярная, любимая, но особой массовостью не отличается. Причины тому разные. Дорогая амуниция, форма, мало ледовых площадок. Могло быть и лучше намного, и бывало лучше. Например, до коронавируса набор у нас был еще больше. После коронавируса вот спал набор. Ну да, вот этих детей, например, 2016 года, их 30 человек. Ну, это неплохо, но не прям что идеально. По итогам первенства безоговорочное лидерство показала команда «Авангард» из Тынды. 2 и 3 место поделили «Полярные волки», 1 и 2 состав соответственно. А хозяева получили опыт и благодарность за теплый прием. Здесь детям нравится. Мы вот ездим, мы в Китай ездили, Благовещенск, Свободный, Райчихинск, Новобурейск, везде выступаем. Но принимают именно в Алдане, прям детям понравилось, они готовы сюда ездить. В рамках открытого первенства прошли также товарищеские встречи между подростковыми командами. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.